Марина, что у нас сегодня на ужин? Расскажи, пожалуйста. Я картошку тушу. Тушеная картошка, да? Да, с томатами. Ништяк. Кстати, я люблю такую штуку вообще. Ладно, Лариска тут занимается делами. Достань тушенку. Ага. Тушеночка, тушеночка. Где же ты, моя родная? Так, тушеночка, тушеночка. Вот она. Взял, не знаю, ребят, нашу тушенку. Мясные и зеленецкая. Говорят, хорошая, Ларис, не знаешь? Она даже, смотри, без этикетки. Такой какой-то серьезный. Но она, в принципе, самая, говорит, хорошая. Я постоянно люблю тушенки, смотри, ребят. Не знаю, у меня прям мания. Ножи и тушенки. Опа. Ну вот это уже порожняк. В мусор. Это уже большой минус. Будем открывать ножом. Аккуратно. Да, вот здесь можно порезаться, я знаю. Ну, не знаю. Ларис, ты как профессионал, посмотри своим зорким взглядом. Ну что, мы будем смотреть, когда сварится, будет нет мяса. Да. Понял, принял, записал. Доставай давай соль. В прошлый раз, ребят, кстати, делали ленивую пиццу, нам так понравилось. Что-то сегодня решили мы, короче, еще замутить. Типа как лаваша. Вот такие будут лепехи. Как кутабы. Как кутабы. Угу. Я даже не знаю, что такое кутабы. Это такие лепешки, внутри сыр, брынза, там ну, разные сыры. И зелень. А, ну классно, классно. Короче, ребят, сейчас таким же репертуаром сейчас замесим тесто. Сегодня взяли уже килограмм муки. Вот. И сейчас Лариска здесь замешает маломайский. Неудобно, ребят, неудобно, не спорю. Ну, как-то так. Мне нужно... Как будто много теста у нас будет. Капец, как много. Смотрите, ребят, преимущество большой печки. Вполне 2 котелка, точнее казан и котелок стоит. Круто вообще. В плане готовки вообще шикарно. Здесь можно и сковородку поставить, и чайник. Кстати, у нас, ребят, газ потух. Закончился у нас баллончик, надо заправлять. Ну, правильно, я вот его брал. Давай добавляем мне муку. Понял, шеф? Вот такой, ребят, шарик у Ларисы Юрьевны получился. Серьезный. Все, мы его в пакетик. Пускай тесто отдыхает. Пока мы будем делать начинку. Да. Маленькая походная терочка. Ну, что потом сделаешь, если нет? С собой большую таскать. Вот даже походная моя. Угу. Так, нет, не пригождается. Вот видишь. 35 рублей стоит. Вот как. Я тебе сама такую покупала? Да, там еще одна есть маленькая. Так, ну что, сырок готов. Угу. Яичко одно. И все, ребят, начиночка готова. Укропчик. Ребята, будем ужинать. Достал сметанки. Сейчас картошечку тушеную с томатами отведаем. О, хороша. Хороша матушка.
Ну что, братцы, да, рисов Юрию на ложечку. Я думаю, вот так должно быть. Вот так. Ух, братва. После трудового дня, холодного, морозного, на подремашечку. Да после болезни. Ух, ребят, это просто вообще песня. Я не знаю. Тут даже просто находиться, да, вообще по кайфу. А еще и кушать что-то вкусное. Да, ностальгия, ребят, просто переполняет. Новый год. Круто. Мы на ужин. Всем приятного. Давайте с нами, ребят, по-любому. Ну, тут вообще без вариантов. Как вот здесь видно. Очень вкусно. Погнали. Еще когда холодно. Вдвойне вкусно. Ну-ка я сейчас отведаю. Вот, кстати, коробка, ребят, это у нас этот. На сегодня стол. Типа стола, да. Красота, Лариса Юрьевна. Молодец. Очень вкусно. Тушенка есть, да? И растворилась, ребят. Так что, если что, это наша камятская, ребят. Кстати, многие пишут и спрашивают. И не понимают, что Республика Коми как будто это один город, ребят. Это большая республика на севере. Протягивается в крайний север. Заканчивается Воркутой. Там вообще по 7 месяцев зима. А мы живем на юге, на самом юге республики. 10 городов, столица Сыктывкар. Как-то так. Что, ребят, с вашего позволения, 5 капель. Сам Бог велел. Да, Лариса Юрьевна? Винца? Есть. Лариса Юрьевна вина сегодня пьет. Так что красненько. Ну что, мы отдыхаем, в принципе. Приятно, с полезным. Что? 17 часов палатки. Быть нам находиться, потому что темно. Ну и вот. Кушаем, немножко выпьем. В целом проводим время культурно, ребят. Ну, Ларис, налью тебе. Ну давай, за нас выпьем. Будем живы, не помрем. Здоровья. Да. Главное здоровье, чтобы было. Ой, ничего не говори. Давайте, ребят, ваше здоровье. Красота. Ужин просто великолепен. Горячая зимой это, ребята. Я вот когда взял плитку, кстати, вот эту маленькую плитку и пользовался газом, и уже зимними периодами, да, вот так что-то сварганить, я там яишенку сделаю, там бырк-бырк-бырк, там что-то, а потом уже там более-менее там что-то делал, там печень, там, ну, что-то такое, жарил картошку, рыбу жарил. И зимой, ребят, представляете, вот тогда холодный воздух, то бишь ты дышишь им, ты как бы ты не заходишь там никуда погреться, ты постоянно на воздухе. Организм истощается. Кушать вообще охота мощно, конечно. И рыбалка забирает энергию очень мощно прям. И вот просто кушаешь горячий и вообще классно стало. Так что, ребят, всем советую. Вот, ну, там бутерброды, ребят, отбой. Взяли что-нибудь, плиточку вот эту сделали, поели, все, реально, можно жить, можно двигаться дальше вообще без проблем. Можно оставаться на ночь, потому что, ну, реально сил прибавляется. Так что горячая, ребята, она должна быть горячей. Даже зимой, когда неудобно, все замерзает, холодно. Вот так, в походных условиях. На крайняк можно носить сумку, термос суповой. Термос суповой, да, ребята, вот, кстати, сейчас тоже вот у меня термоса, вот я вот пользуюсь Артикой. Вот у них есть, кстати, такие тоже
Не знаю. Ну просто я вот люблю сам заморочиться. Ну, Ну, у кого нет возможности, да, брать с можно собой, как бы, ну. тормоз. Многие тоже пишут, прошлое видео, кстати, читал комментарии, пишут, а что вы типа дома не нарезали, там вот этот лук, ну тоже сыр на не натерли, знаешь, Мгм. не намесили вот тесто и тут как бы приготовили. Ну, с одной стороны, я думаю, это как-то нестабильно. Так Чтобы... можно было и дома тогда приготовить, да? Вот И можно, дома остаться. можно было дома реально приготовить и остаться уже дома, ребят. И Ну, рыбу купить в магазине. Здесь же как бы это не то, ребят. Находишься здесь сам приготовил, как получилось, не получилось. Я вот смотрю какие-то нюансы, допустим. Вот. Можно здесь это сделать или нельзя это сделать, правильно? И показываю вам, как бы, это, думаю, достойно, как бы, ну, дома натерли, много времени сэкономили. Мы никуда не спешим, мы отдыхаем, что нам, 17 часов тут сидеть, балдеть. Да, мы поспим там часиков 5, потому что, ну, больше не поспишь. За печкой надо смотреть, сон не такой нерегулярный. Короче, ребят, как обычно, начал тарахтеть. Будем. Так, ладно. Ирину оставляю. Поеду, ребят, я прокачусь, пожалиться, посмотрю сработки. Может, что есть какие-то моменты. Сейчас загружусь, живцом поеду. Темен, ребята, вообще не видать нифига. Но пара нравится мне здесь, на тополарчике, ребятушки. Я как раз поднял его вот так, метров, чтоб 5 светило. Шикарно, ребят, шикарно. Снежочек так поднавалил. Маленько идет. Но я уже на льду, ребят. Не видать нифига, ребят, такие. Так, я заехал в первую курью. Здесь в Лариске, кстати, был сход. Опа. Стоит флаг, ребят, смотрите. Стоит флажок. Да, и вымотка полная. Нифига. Не зря прокатился. Время сейчас у нас 5-й час. Сейчас посмотрим, что да как. Да, полная вымотка, ребят, смотрите. Это курья. Здесь, кстати, у нас тоже в прошлый раз были вымотки, были сработки. По ощущениям, как будто мелкая щука была. Или вообще окунь какой-то. Опять утащила. Опа. Есть, ребят, щука. Ух ты, какая хорошая еще. Хорошая щука. Я еще... Ух ты, ребята. Йоу. Отлично. Смотрите, ребят, еще какая-то косаная. Вот тебе и заводь. Почти двушка. Двушка, наверное. Вот тебе и мелочь, блин. Огонь. А я еще, ребят, без зевника, без нифига. Классно. Тихо, 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 подруга, тихо. Вот это да. Вот это поехал за налимом, называется. Щуку нашел. Ребят, смотрите. Следующая. Тоже загар.
Тоже полная вымотка почти. Дальше в курью жалится. Лунки, ребят, 130 у меня. Что ты, блин? Тут тоже, ну тут осталось 4 оборота. 3, наверное, даже. Так, кто-то есть, ребят. Ох, такие хорошие, я тебе скажу. Хорошая. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Матушка, тихо, заходи. Заходи, заходи, заходи. Уху, такая же, ребята. Да ладно. Такая же двуха. Вот это пойдет. К вечеру вышли машинки. Охренеть. Лубочку. В пиявках, ребят, смотрите. Тоже заглотила полностью. Ё-моё. Вон, смотрите, пиявки, ребят. Да, мы до этого приезжали, ничего тут не было. Ох. Круто. Там же еще жерлицы стоят. Будем смотреть сейчас. Ладно, отцепляю. Раз, два, три. Это с вечера выход, ребят. 100%. Да, все-таки вечером реально, ребят, рыба достойная клюет. Как правило, мы же домой обычно уезжаем, не дожидаемся этого всего. Да. Просто. Ну вот разведка, ребята, она дает разведкой. Я, правда, в тот раз был вообще больной весь, без настроения. Ну, опять же, поставил сюда, потому что разведка здесь была. Отлично, братки, отлично. Все, идем смотреть дальше. Душечка, вот это 100%. Это что-то к ней рядом. Бомбически. И река, главное, река. Вот это да. В январе, ребят, глухозимье. Ну, как правило, кто ищет, тот находит. Опа. Так, ну здесь вот две крайне сработали. В курью заход. Тишина. Так, едем на противоположный берег. Там смотрим. Тихо, ребят. Захожу домой. Юрьевна там заскучала без меня. А там домик стоит.
Красота. Прокатился прям на славу. Слышь, Лариса, я с уловом. Да. Две хорошие щуки. Двушки. Да, смотри, вон иди. Зашибись. Нормал? Душечки. Копилочку нашу. Да. Кстати, две щуки попались там, где вот у тебя щука ушла. Две подряд сработки. И вот полные вымотки. Нормально, да? Щуки-то не маленькие. Такие едовые, самый то. Самый пик. Что, ребят, все, я в домике. Так называю. В палатку приехал. Ну что, круто, круто. Заводюшка порадовала, отлично. Лариска здесь немножко отдохнула. Юшку, главное, не закрыла, короче. Жара такая, говорит. Сейчас будем, ребят, пробовать делать лепехи. Кстати, сковородку будем использовать от казана. Вот эта крышка сковородка. Вот. И сейчас на печке будем делать. Не знаю, надо сильно раскалять, да, Ларис? Не знаю. Я просто не знаю, как она сейчас будет себя вести. Угу. Не, ну просто я имею в виду, если сильно, то надо будет печку открывать. Чтобы у нас печка нагрелась. Надо достать меня. Раскалилась. Ну, показывай, как это выглядит. Ну, так как у меня скалки нету здесь. Да и катать негде. Все делаем вручную. Делаем небольшую лепешку в середину. Начинку. Побольше, да? Да, Для себя же. конечно. Начинки у нас много. Это мы все закрываем. Так, закрываем. Дома я обычно на стол и скалочкой. Вот это все. Угу. До тонкой лепешки. Тонко не получится, надо. Ну, как получится. Ну да, долго придется делать. Ты же сам говоришь, мы никуда не торопимся. Я ничего не говорю. Всю ночь будем лепить за лепухи. Ну да, че нет. Что, попробуем? Давай. Жарим на сухом сковородке. Чисто на сухой, да? Да. Без масла. Без. Ну, посмотрим, что, братцы. Первый у нас готов. Подгрел? Подгорел немножко, но маслом сливочным сейчас подмазал. Растопили слишком печку, получается. Ну, думали, что накалилось, а в концове начал гореть. Ух, смотри, какая вещь. Горячая. Смотри, она какая вкусная. Ну, конечно, там столько сыра. Ну-ка, ребят, дай попробую. Да. Вещь. Да, сырная лепеха. Огонь, да? Угу. Вторая, ребята, на подхвате маслом.
Да, классно и получается. Вкусно. Что, ребята, вот смотрите, вот такая, блин, тут нормально хлеба, ребят. Смотрите, вот такие лепехи. Не просто лепехи, они с сыром. Такой нормальным, обильным сыром. Вот так получилось у нас. Ну, в целом, можно вообще делать хлеб. Вкусный причем. Я думаю, это на ужин нам просто, я не знаю, 5 прям хватит поужинать. Классно, классно, ребят. Можно делать. Сухая сковородка, ничего не надо. Единственное, то, что кефир. Кто любит с бадунца, кстати, многие берут. Мука, я думаю, на избах валяется. Но вот так, ребят. Вкусно очень. Что, ребят, по мотособаке, по проходимости? Ну она пушка. Пыляет просто, я не знаю. Вот снега сейчас по колено где-то примерно. Пухлячок, в одного вообще шикарно. Какие-то тесты. Сейчас, ребят, кан подвину, чтобы не уронить. Какие-то тесты делать. Будем делать в любом случае. А так, 20-ка, ребят, это чувствуется прям. Я не знаю. Пошел вот. Все, дал чуть-чуть жизни. Она летет, ребята. Вот, она просто плывет. Надо просто немножко понимать, как управлять. Тут немного наклончик, тут немного, ребят. Видите, она как плывет. Шикарно. Надо немножко наклончики делать. Круто вообще. Да я вот средь газа, ребят, смотрите, иду. Все, пошел в раскачечку. Какие-то барьерчики. Опа! Все, ребят, нормально. Ну, пухлячок хороший. Опа, слетел себе домой. Ну, тут уже колея у меня капитальная. Не, ребят, ну, блин, милое дело, конечно. Я вообще балдею. Я второй сезон на Тофике, так называю эту собаку. А выскочить не могу. Уже накатал глубокое. Опа. Так, там река, ребят, аккуратно. Вот, видите, я прям наклоняюсь. Все, она плывет просто. Немножко надо понять, как модулем управлять, и все. Будешь летать. Она здорово, ребят, ползет. Здорово. С Ларийской, получается, мы на модуле сидим, я считаю, 95. А Ларийска 65. Вещей на сотку, как минимум, плюс сани. Все очень здорово, ребят. Когда вот снежок, уже можно по качкарнику двигаться, по какому-нибудь. По такому всякому непонятному. Все отлично, ребята. Время 10 часов. Лариска спит уже. Замаялась. Закинул полную печку. Кстати, ребят, круто. Здесь топка, конечно, намного больше. Положил 5 чурбанов. Юшку закрыл полностью. И вот сейчас она будет шаять. Кстати, заодно посмотрю, сколько она будет вот в таком режиме работать. В палатке Ташкент. Сижу, ну тепло вообще. Ну все, чайку пью и тоже на боковую. Ну что, завтра будем смотреть, ребят. Пожимать итоги. В принципе, уже доволен. Не знаю, как по налиму. Охота, конечно, взять налима. Все-таки за ним как бы ехал. Ну, щука он радует. Уже неплохо.
Ладно, что, братва, давайте до завтра. Спокойной ночи. Опа. С дороги медведи вылезли. Подогреем, Алиска. Ой, хлебушек, ребята. Опа. Да, давай вот эту половинку тоже. Сюда. Ребят, всем доброго утра. Мы проснулись. Отлично поспали. Ну, как поспали. Так. Кимарили в основном. Ну, под утро хорошенько уже уснули. Часика вот 2-3, наверное, так спали. А так просыпались, печку подкладывали. Время 9 час уже. Завтракаем. 10 уже. Уже 10 даже, ребят. Доели наш картофан. Вот, согреваем наш хлеб, лепехи с сыром. Чайник поставили, как кофе будем пить. Все, ребят. Ну что, печка, да, печка понравилась. Печка полная закладка, ребят. Здесь очень много влазит дров. И, соответственно, закрываешь заслонку и все. Забыл, короче. Она тлеет, шает. В принципе, не холодно было сегодня и ночью. И вот нормально, не особо долго. Получается, в прошлый раз у нас печка другая была. У нас раз 5 подкладывали, а тут раза 3 всего подкладывали за ночь. Вот то, что вот она большая. Здорово. Ну все, что сейчас? Кофеинем, перекусим. И будем собираться потихоньку. Пока соберем лагерь, пока туда-сюда. Поедем на проверку. Будем смотреть на Лима. Надеюсь, повезло вам. Ладно, ребят. Увидимся на реке, наверное. Все, ребятки, будем собираться потихонечку. Переночевали. Сейчас все по местам, все пакуем и на проверку. Пойдем на проверку. Включаем газ. Все, Лариска посуду моет. Все отлично.
красота. Красота, ребята. Красота. Оп. Вот так вот. Лов наш. Видишь, мы Великую Отечественную щуками печки топили. Сушили и топили. Такая приятная полезница, да? Да. Приятная полежка. Я надеюсь, что мы сейчас Еще полезно. пополним запасы поленницы. Пускай греется. Ну, поехали, братцы. Опа. Прицеп, ребят, я оставляю. Мы обратно будем возвращаться здесь. Поедем без прицепа на проверку. Бензин заправил, так что нормально должно все похватить. Ну что, друзья, первая точка. Ни одного загара. Жерлицы молчат. Что по этой стороне, что по той стороне. Ну, здесь я, блин, рассчитывал, конечно, вообще. У нас в прошлый раз Фариска здесь была сработка, вымотка полная. И, правда, завела куда-то. Ну, может, то, что сетки стоят. Из-за этого местных тут сетей куча. Может быть. Ну, ладно, что, не повезло здесь. Но у нас на той стороне тычки. Так что они не показывают, рыба есть, нет. Нет, ребят, смотрите. Кто-то жевал. Пожевал и выплюнул. Не все так потеряно. Какая-то рыба была, не сработал флаг, правда. Ну как, закапывать тоже надо. Но для таких рыбалок нужны жерлицы, ребят, с длинной ногой. Чтобы можно было жерлицу закопать, а флажок находился в воздухе. О, ребят, трансфер подгоняет. Молодец. Вот это воды тут давануло, ребятки, конечно. Охренеть. Ребята, проверяю жерлицу, у нас здесь кто-то сидит. Снег не давал, короче. Ларис, иди сюда. Иди сюда, кто-то есть. Какой-то зверь попался. Смотри, мотает. Флажок подвинул, чувствую, забодал. Тащи. Рукавицы снимай. Да тащи, не бойся. Сними рукавицы. Давай, давай, он захватил по-любому уже. Нету. Ушел. Как нет? Я чувствую. Ребят, ну что, на этом участке жерлицы закончены. Получается, один кто-то был небольшой. Налимчик, наверное. Хотя бы хрен знает. Ушел. И 2 пожеваны. Все. Получается, 10 жерлиц тут простояли в холостую. Ну что, переходим на тычки, ребята. 7 тычек. У нас 1, 2, 3, 4, да, 6 тычек и 1 продольник. Ну, сейчас будем смотреть. Погнали. Хорошо, не замерзло особо. Неужели налим не гуляет? Зацеп, залет. Налима нету, ребята. Что, ребята? Участок не сыграл. Какая-то небольшая рыбешка была и все. Где-то есть живец, где-то нету. На жерлицах отваживаться по
тюканых так немножко. Но в основном нифига, ребят. Залицу смотал, отычки оставил, зарядил, живец был. Пускай стоят. Через пару дней приедем. Но едем на другой участок. Вчера он порадовал, 4 щуки добыл, достал нам. Не знаю, посмотрим, как сегодня там. Так, друзья, ну что, прибыли. Вчера вечером я достал вот на эту вот здесь щуку и на эту. У нас, ребят, флажок здесь стоит в заводе. И хорошие новости, там светится возле берега. Че, Ларис, пойдем смотреть? Как не будешь? Будешь? Будешь. Пойдем посмотрим вот эту сработку. О, ребят, хорошие новости. Полная вымотка. Это радует. Юрьевна, полная вымотка у нас. Да, есть рыба. Давай. В прошлый раз тут тоже кусты были. Нет, здесь не было кустов. Снимает. Щука, наверное. Может, и налим. Чувствуешь? Да. Есть. Да. Давай. Тащи ее. А лунки сейчас будут сопротивляться. Хорошенько. По натяжению. Ух ты! Хорошая. Щука, значит. Да, если будет. Тащит обратно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Да. О, то там хороший, Ларис. Багор нужен. Сумочку неси. Ребята, тут вообще хорошая рыба. Оказывается. Пошла. Оп. Ох, ребята, достойная, походу. Да. Я не рву. Бугор доставай. Мама. О, Господи. За глаза взял. Пятерка, наверное, Лариска. Я бы такую не достала никогда. Пятерка, наверное, Лариска. Ребята, хвартануло нам, блин. Посмотри, на спине. Да, вон они. Рыба стоит. Но вот эта щука ночью взяла, по-любому. Трофейная. Пятерка. Дай ее подержи. Давай, подержи. Зачтинешь меня. Надо этот. Сейчас подожди, чтобы она не рыпалась. Ой, Господи. Тихо, матушка. Да, ну пятерка здесь, ребята. Йоу, круто. Живут монстрики, живут в реке. Искать только надо. Да, это вот ночью 100%. Отлично. Что, ребята, это трофей сезона получается у нас. Да, Юрина? Да. Твой трофей, слышишь? Ну, наполовину. Не достала ты ее, правда. Я бы и не смогла достать. Честное слово. Смотри, какие клыкищи. Как у собаки, блин. О, поводок. Крючок вообще в жабрах, ребят. С такими монстрами аккуратно надо. Так, сейчас будем доставать, как-то извлекать. Достали, ребята, крючочек. Ух, хороша. Ох, матушка. Добра. Да, ребят, пятерка. Пятерочка. Ну вот, поехали за налимом, а наловили щук. Причем хороших щук, достойных. Так, сейчас сразу все помыть. Взяла, ребята, вот на ельца такого, смотрите. Ох, смотрите, ребят, какой у него. Какой был удар. Просто она его сходу она его хапнула.
А поводок, ребят, смотрите, вот в струну просто. Вот что с поводком стало. Я обычно меняю потом поводки такие. Ну куда его уже никуда не деть. Так, ну что, спасибо местечку. Переезжаем. Там флажочек, ребята, у нас. Отлично. Это радует. Давай, матушка, полезай в кузовок. Ну что я тебе могу сказать, полная вымотка. Коряжник. Да, здесь, ребят, коряжник, конечно, присутствует. Есть. Есть кто-то. Пошел. Такое ощущение, что налим кого-то, ребят. Я судака хочу. Нет, щука. Покусанная, смотри, она с той стороны покусана. Нет, это певки. Певочки. Смотрите, ребят, щука не активная. Стоит, но местами, получается, атакует. Все равно берет. Такая красивая, да? Надо операцию делать. Дайте прибор. Что, мы риска с уловом, я тебе скажу. Хороший. С хорошим уловом, да. Сейчас еще тычки, ребят, проверим. Ну, налим, походу, январь месяц. Налим. Сейчас не клюет. Надо ждать февраля. Тогда поедем за налимом. Ну что, и по щуке, ребят, очень даже неплохо, я бы сказал. Килограмм, что? Съедовая щука. Так, ребят, ну что, желицы порадовали. 2 щуки взяли, тоже неплохо. Переходим на тычки. Здесь у нас 10 палок стоит. Дай бог на тычку что-то интересное. Я будем блюдить, смотреть. Палка тут, конечно, такая, ох, намотала. Намотала. Вот я за это, ребята, и говорю. Надо стараться, чтобы живец сам уходил в воду. Может, течение здесь. Кто-то есть, что ли? Да. Ух ты, блин, слышь. Там монстр. Надо багор. За багором. До хрена делов, да? Ух ты. А, налим. Забагрился. Забагрился, смотри, за шкуру. Ага. Даже не поймал его. Фартануло, блин. И шкуру выдержала. А шкура у налима мощная. Смотри, я даже этот
Не было шансов. А я что-то не могу понять. Не могу лунку завести. Что думаю за ситуация такая. Вот, ребята, взяли килограмм, да? Как минимум. Хороший на лемях. За шкуру попался, злодюка. Но первый у нас, точнее уже второй, но тут тот мелкий был. Не считается. Отлично. Жгем резину, Лариса. Да, даже больше килограмма на лемяха. Здесь уже у нас центр, ребят, почти реки. И здесь галька вот на последних. Не песок, а камни. Не песок, а камушки. Живец есть на месте. Ну что, ребят, не зря все-таки птички простояли ночь. Налим, правда, попался. Забагрился. Да. Как бы даже не считается, как будто бы. Но все-таки наш. Да, налим на икромете. Сейчас его ловить смысла нету. Ждать надо месяц. Ну, по щуке, ребят, отличный вообще улов. Я доволен. Ну вот, ребятки, наш результат. Я скажу вам, неплохой. Неплохой, отличный. Да. Пару вот небольших щучек. Эти вот двушки, полторашка. Налим, наверное, вот килограмм тоже, чуть больше. Налим толстый. И вот наш бонус. Пятерка, ребята. Безмен, блин, в ящике. Так бы завесил. Отлично, да, Ларис? Да. Хорошая рыба, ребята. Едовая вся. Опять нам хватит всей семье на пару недель. Здорово. Я, в принципе, доволен вообще. Прям доволен. Вчера классно поработали. Целый день на реке. Вот сегодня пожали. Хотя вчера даже вот взяли 4 щуки. Ну вот, все-таки налима добыли, ребята. Люблю эту рыбалку на него, золодюка. Вкусная рыба, ребята. Очень вкусная. Прям круто. Все, отлично. Братцы, все. Выходим уже домой. Зацепили наш скарб, так скажем. Ну, без этого скарпа, ребят, таких рыбалок не будет. Потому что вот все хотел я. Палатку, печку, раскладушку и ночевать, ребята, и вот рыбачить. И добывать хотя бы вот такую рыбу достойную. Отлично. Все, ребята, едем домой. Крутая рыбалка. В новом году. Трофейная получилась даже. Все четко, круто. Поймали рыбу на Рождество, короче. На Рождество, ребята, взяли рыбку. Вот так вот. Я всем желаю, ребята, двигаться, не сидеть дома, рыбачить, пробовать, открывать новые места. И когда все получается, получать вот эти эмоции. Ну и брать с собой, ребята, любимых своих детей, жен. Потому что, не знаю, ну в лесу, ребят, своя классика, свой отдых своеобразный. Может, с одной стороны тяжело, но с другой стороны, ребят, получаешь свои колоссальные удовольствия, когда все делаешь сам, дрова, место готовишь, ставишь, ловишь. Круто, ребята. Все, ребят, будем прощаться. С наступающим Рождеством. С наступающим всех. Всем счастья, мира, добра. Да, ребята, и здоровья, побольше здоровья. Все, ребята, мы летим. Еще нам длинная дорога до дома. Ну круто, все, ребят, всех обнял. Пока. Еще хода до дома, до хаты. Дорога домой не покажется долгой.
сортировать. Да. Да, нет, ее так ложи. О. Пускай она стынет. Куда ее ложить? А так прям на лавку и положи. Ничего, она замерзшая.